Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России посетил технопарк Якутия. Константин Носков интересовался экономической целесообразностью проектов, ознакомился с работами резидентов. Какие из проектов технопарка представили федеральному министру, какие выводы он сделал по итогам визита в это учреждение. Репортаж нашего корреспондента Анастасии Кобузевой. Площадки чувствуется, что за бизнес здесь. Якутский чай из дикоросов – первое, с чем познакомился министр. Чай изготавливают на современном производстве полного цикла в тесном сотрудничестве с учеными-биологами, объясняет автор проекта. Министр высоко оценил вкусовые качества самого северного чая. Этого добра достаточно хватает, тем более у нас экология, вечная мерзлота, вот в этом и наша вся сила. Но бизнес сезонный получается. Да, у нас сезонный, у нас вот сейчас где-то вот 1,5-2 месяца, вот сейчас как раз заканчиваем. А вот мраморных сомов и гигантских креветок отведать не удалось. Сейчас их лишь пробуют выращивать в условиях замкнутого водоснабжения. Министр успел их покормить. Также Константин Носков ознакомился с проектами лаборатории биотехнологий. Сейчас команда работает над созданием прототипов биомедицинских материалов на основе внеклеточного матрикса сельскохозяйственных животных. Проектом занимается молодой ученый Владислав Алексеев. Он также является участником фонда Сколково, обладатель гранта главы города Якутска. В скором будущем в лаборатории биотехнологий будут производить хирургические нити и пластырь. Технология заключается в следующем. Из сердца оленя удаляют клетки, после чего оно становится полупрозрачным. Затем сердце обеззараживают, а после высушивают. В будущем у нас есть амбициозные проекты по полной регенерации тех или иных органов. Внеклеточной матрицей мы занимаемся около 3 лет. И, наверное, через несколько лет мы уже выйдем на продажи. Много очень интересных проектов. Понравилось то, что этот технопарк сделан собственными силами. Этот технопарк вырос сам по себе, без федеральной поддержки. В том числе и в нашем министерстве мы строили много технопарков. Но очень радует, что появляются такие примеры, когда есть история успеха без большой финансовой поддержки из Москвы. Технопарк открыли в 2012-м. Тогда там было всего 15 резидентов. Сегодня около 100. Многие уже стали независимыми. За годы работы они успешно закрепились на рынке республики. Возможно, продукты нынешних резидентов станут востребованы во всем мире. Анастасия Кобузева, Григорий Охлопков, Якутск.